yaşamışsın. Sina sinanına al. Nefretini de koylarga koymanı. Ağlardan koştu sandılaş, binanız linmeli. Sandılaş geride günilge. Oyganın nesim kile, oyganın küvet var. Sizden göresim kile. Nagara togaşı, nagara filan. Sarıdalar. Iller может останешься? Мало давай. Бәрің боларға идеяльность. Kızlardan ayırırsam yalnız başımı düşlerim. Sizi kızlardan ayırırsam yalnız başımı düşlerim. Siz iyi yaşları. Всем привет, с вами как обычно в прямом эфире Илья Столетов. Я сегодня нахожусь в городе Стерлитамак, городской дом культуры. И сегодня у нас, вы видите, человек с большой буквы, народный артист Республики Башкортостан, певец, человек, который пишет музыку, сочиняет стихи, ну и, конечно же, поет для вас. Вы сами уже, наверное, вы уже вот сегодня целый вечер вы концерт смотрели. Те, кто не смотрел, хочу напомнить. Сегодня с нами Анвар Нургалиев. Анвар, привет. Еще раз хочу поздравить тебя с народным уже. Спасибо. С народным. И пожелать, чтобы у тебя было большое, огромное количество фанатов, слушателей и, конечно же, друзей, которые приходят на твои хорошие концерты. Сегодня был классный концерт, 4 часа я находился и там, и сям, вот везде, по всей сцене бегал, и ты все снимал, да? Народ балдеет. Как ты вот 4 часа держишь публику, объясни? Ну, просто я сам тоже балдею. Когда народ балдеет, я балдею. Ну, здесь это дорого стоит, это кайф. Но к этой точке надо подойти, прийти. Вот когда находишь вот эту черту, что ли, скажем, или грань, вот когда соприкасаешься со зрителем. Это дорого стоит, и вот сейчас я на этой волне, на гребне волны надо идти вот вместе с ним. Чувствовать надо, самое главное, чувствовать и не лицемерить. Со зрителем. Быть настоящим. Настоящим. Хотя нас учат, ну, по Станиславскому, скажем, да, по идее артист, актером должен быть лицемером. На сцене он один, он должен играть кого-то. Да. А я считаю, я от этого немного отхожу, считаю, нужно быть настоящим. И тебе тогда поверят. А как быть лицемером, если ты музыкант, ты же певец? Мне... Из души же это все летит. Это да, но там же, как понять, почему они так учат? Потому что я же должен говорить, там, артист должен говорить за всех. Он же за всех не может жизнь прожить, или как там, я не знаю. Но я считаю, что нужно быть настоящим у нас. Вот буквально даже недели 3 прошло, как и тебе, и мне вручили нам вот эти Да. заслуженного. Тебе Да, народ. да. Как вот ты сейчас ощущаешь себя после вот до и после? Ну, как сказать, просто ответственности стало больше. Я должен за собой еще больше следить, за творчеством, за собой, за своими поступками, за своей речью. Вообще любой артист должен контролировать, фильтровать свою речь. Будь то в соцсетях, на сцене. Он должен отвечать за каждые свои слова, потому что ему верят. И если ты выкинул фальшь, за твою фальшу тоже они могут поверить. И получается, они тоже вместе с тобой будут обманывать. Поэтому артиста любого ранга, пусть он только начинает, он всегда должен отвечать и фильтровать свой, ну, скажем, на слой не базар свой. Нельзя
кидать на публику необдуманные слова. Тем более там призывы к какому действию, еще что-то. А тем более, когда уже дали это звание, тут уже 100 раз ответственность она возрастает. Вот. Я чувствую, конечно, себя, мне очень приятно. Единственное, у меня осадок, то, что родители мои не увидели. Вот они увидели бы, я был бы спокойно услышал. Они слышат меня, конечно, но я хотел бы, чтобы они наяву меня слышали, увидели это. Ну, я думаю, что все-таки на небесах они смотрят, и они с нами Я наблюдают. даже не сомневаюсь в этом. Я когда тоже получал, я отцу тоже об этом сказал, когда он ходил. Ну, Да, тут да, его да, тоже да, нет, да, попал ты, да. наверное, там наверху, смотришь на нас и Это за нас радуешься. Однозначно, да. Что в твоей программе, татарские, башкирские сегодня песни были, да? Вот да. я просто, понимаю, что там, скорее всего, песни про любовь максимум, да? О чем еще песни? Там про все, и про маму. Там песня за жизнь, за отношения человеческие. Вот. Там и во всем. Там и за детей. Но самое главное, там про, дословно перевод, теплые слова. Теплые слова — это «Желе сүзляр», это, если перевести его на русский, он немного не так звучит. «Желе сүзляр». Словом же можно исцелить, можно словом вообще человека вывести из себя. Поэтому я хочу им донести, что нужно говорить больше теплых слов. Нельзя в себе таить внутри какую-то обиду. Обида вообще человека уничтожает, убивает изнутри. Обида, я считаю, это вообще порок. Поэтому я им... Это зависть. Как раз обида и зависть — это как раз одно и то же. Обида и зависть, я бы не сказал, я бы с тобой поспорил. Это немного другое. Зависть — это немного другое. Человек может нет уже пару в грехах, 7-го обида, она относится к зависти. Нет, может быть так, но обида, человек может на тебя держать обиду не только из-за зависти. Он просто за какое-то слово твое. Да, ты обидел. Да, еще что-то. Или что-то ты сделал ему когда-то не так. Может, этот человек нечаянно это сделал. А зависть — это еще большой порог, чем обида. Она стоит даже, там больше веса даже. Поэтому вот этого чтоб не было. Когда человек в себе держит обиду, он себя снутри съедает. Если у него благие намерения, благие мысли, то ему дышится легко. И он никогда не боится. Человек, у которого чисто на душе, он никогда никого не боится. Потому что он знает, что он делает правильно. Он несет добро. А злой человек, который в себе держит обиду или зависть, это трусы, я скажу. Это и убогие люди. Поэтому нужно сеять добро. Как там у нас Шура пел: твори добро другим на радость. Сегодня концерт в Стерлитамаке. Ближайшие концерты, которые вы планируете еще отработать на территории Башкирии? У нас Кумертау, Мелиус 2 дня, Кумертау там. Еще, я не помню, потом уже Татарстан опять, потом опять Башкирстан. Я сам точно не помню. То есть работаете. Да, куда меня везут, я туда еду. Здорово. Где публика отличается, в Башкирии или в Татарии? Какая вот она? Они везде, публика вообще, да, вот у артистов принято. Вообще человек сначала ищет причину где-то на стороне, не в самом себе. Все зависит от артиста. Везде принимать, если ты душевный, если ты настоящий, везде принимать хорошо. Единственное, где-то они сдержаннее, а где-то они все, у них душа раскрыта. Везде хорошо. Стерлитамак сегодня видел, какая энергетика была. Стерлитамак, он и раньше такой был. Мы в Пензе, там 1600 мест, мы собрали 1500 народу. Это огромный зал, он очень красивый. И они тоже, они вместе, нужно единое целое, зритель и исполнитель. Там невозможно, я не могу, ни один зал, я не могу назвать, они там зритель какой-то, он такой, там где-то лучше, где-то хуже. Они все очень суперские по-своему, везде душевно. Все свои. Да, но если у артиста здесь лампочка не горит, везде зрителей никакой будет, потому что лампочки нет. Анвар, что ты можешь посоветовать молодым музыкантам, которые начинают свое новое детище, да, начинают продвигать свой продукт, либо поют, допустим, сейчас каверы? То есть многие ушли от собственного сочинения, они пытаются перепеть, что-то как-то сделать. Что ты посоветуешь? Я за музыкантов не скажу, а за вокалистов, за певцов я могу сказать, что надо не бояться, надо искать. Нужно искать свое. Кавер тоже это интересно, но нужно искать свое.
И не нужно опускать руки. Если у тебя не получилось один раз, пробуешь еще. Не получилось еще раз. Если ты выбрал эту профессию. А если так, для этого, то вообще делать нечего здесь. Вообще на сцене, я считаю, там принцип какой? Быть или не быть. Если ты хочешь быть, то ты должен работать день и ночь. У тебя должно быть терпение, максимум терпения, работоспособности. И опять-таки внутри чистота должна быть, благие намерения. Только тогда можно все взять. И любые. Пусть годы пройдут. Там, не за год ты, за 5 ты не вырастешь, за 10, но тебя Аллах все равно вознаградит за твои старания. Но благими намерениями. Что такое благие намерения, в твоем понимании? Мое благие намерения, если человек, он сеет добро, без зависти, он обиду не держит, не злой. Вот. Если он хочет помочь кому-то, там еще что-то, через песни, или так вообще по жизни, на улице идешь, ты раз там помог бабушке, еще что-то там, где-то мысли, вышел на сцену, пожелал всем любви. Там ходишь, вот человек идет, вот, ну там пусть у него будет хорошо, там, улыбнулся, там, поздоровался, уже у тебя намерения благие. Только вот так. Ну, здорово. Конечно. А если ты думаешь, что за себя, там, вот я там такой-сякой, я крутой, я поднялся, там, или ты заработал очень много денег, там, у тебя крутая тачка, там, или связи, такой человек, тоже считаю, убогим. Все это временное. И богатство, и слава, и должность это временные. А благие намерения это вечно. Вот ты, благие намерения, его по-татарски это изгелек. И если ты живешь благими намерениями, это передастся еще твоим детям. Даже внукам. Вот у него был такой папа, или вот у него был такой дед там. Вот тогда, вот, значит, ты правильно живешь. А если нет, то и уйдешь с этого мира со своими обидами, завистью, там, злостью. И все. И твоим детям, у него отец был такой, там, дед был такой. Поэтому прежде чем что-то делать, или кому-то причинить боль, надо всегда 150 раз отмерить. Тогда тоже будет правильно. Спасибо тебе за сегодняшнее интервью. Хочу пожелать тебе больших, огромных концертов, побольше, чтобы у тебя было зрителей, слушателей, это самое главное, потому что вот Мои зрители. много цветов и, конечно же, здоровья тебе самое главное. Спасибо. Спасибо. Потому тебе что тоже. без этого нам с тобой Конечно, тебе тоже тяжело. успехов. Спасибо большое. Пусть зовут свою удачу всегда. С вами был Илья Столетов, Анвар Нургалиев. Пока-пока, увидимся. Счастливо.